столетию со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина считается открытым. Приглашены почетные гости, ветераны, старшие пионер-вожатые, проработавшие в стенах нашей родной Маинской средней школы. В Маинской средней школе пионерская организация была основана тогда еще не в средней, а в Маинской школе в 1935 году. Первым артековцем был Филипп Охлопков, тогда еще ученик 5 класса. Так у нас были всесоюзные лагеря «Артек» и «Орленок». Он был артековцем. Гаврил Стручков, ученик 4 класса, тоже отдыхал он в Орленке, принял участие на параде в Москве. Далее, в 1972 году наша дружина стала правофланговой дружина Павлика Морозова. Старший пионер-вожатой тогда работала Маргарита Константиновна Петрова, тогда еще она была Калачевой. Так, Маргарита Константиновна работала пионер-вожатой сразу после окончания школы. Мы гордимся нашей дружиной, мы гордимся нашими старшими пионер-вожатыми. Так, это Филипп Гаврилович Охлопков, тоже молодой. После окончания школы у нас работал пионер-вожатым. Светлана Михайловна Охлопковой, моя любимая учительница, тоже работала пионер-вожатой. Ольга Николаевна Габышева, Агафья Константиновна Шахурдина у нас работала пионер-вожатой. Евдокия Савична Решетникова. Вот сегодня, в такой торжественный день, мы их пригласили и чествовали наших старших пионер-вожатых. Мне посчастливилось работать в этой школе пионер-вожатой, старшей пионер-вожатой в 80-х годах. Это самая большая школа в нашем районе была, и есть что вспомнить. Сильная пионерская организация была. Правофланговая дружина имени Павлика Морозова. Насчитывалось учащихся 960 учащихся. И когда я работала пионер-вожатой, я была одна пионер-вожатая в этой школе, так что работала и с октябрятами, и с пионерами. Это большая половина учащихся этой школы. Передо мной работали очень творчески пионер-вожатые. Лукина Зоя Николаевна, известная пионер-вожатая в нашей республике, и Решетникова Евдокия Савична. Школа богата традициями, очень хорошими традициями, и имеет большую историю. В годы моей работы я возобновила работу клуба интернациональной дружбы «Глобус». И
работали учителя иностранного языка по разным секциям, охватывали очень много учащихся. Каждый год, вот 19 мая, в нашей школе устраивался туристический слет. И до сих пор ребята все помнят, бывшие пионеры с большим удовольствием помнят об этом слете. Так что пионерская организация – это очень слаженная, системная и плодотворная организация для учащихся. Хочу сегодня поздравить с столетием Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина всех бывших пионеров тех годов, старших пионер-вожатых, которые встречают столетие нашей пионерии. Мы, пионеры тех лет, вступали в пионеры в 3 классе в день рождения Владимира Ильича Ленина. И в школе проводились разные мероприятия для сплочения ребят, разные интересные события происходили в нашей школе. Сборы, костры, зорницы, соревнования, которые остались в нашей памяти. Вот когда мы видим наши символики разные, вот когда мы завязываем галстук, значки, это все нам напоминает о нашем счастливом пионерском детстве. Вот, например, я листаю рапорт-альбом. Такой рапорт-альбом мы делали всегда ко Дню пионерии и встречи для открытия съездов КПСС. Вот, например, смотрим одну страницу. Это актив нашего класса. Вот я, Муся Кириллина, была редактором, членом редколлегии. В пионерские годы я была и председателем совета отряда, членом совета дружины имени Павлика Морозова. Вот мои первые пионерские годы связаны с именем нашей пионер-вожатой, у которой был девиз «Вожатый – это не профессия, а призвание и судьба» Маргариты Константиновны Петровой. В светлой памяти нашей пионер-вожатой выпущена книга «Өй сүрях этеринен», и была у нас большая презентация этой книги. На этой презентации приняли участие ее одноклассники, ее семья, родные, педагоги, которые работали вместе с ней в стенах Маинской 8-летней школы, в школах нашего Улуса, в районо, потом в министерстве. С города приехала целая делегация, приняла участие на этой презентации. Все с трепетом души, с благодарностью вспоминали годы, проработанные вместе с Маргаритой Константиновной. И пионеры, здесь собраны очень много теплых воспоминаний пионеров и всех коллег, которые вместе с ней работали. Как старшая пионер-вожатая, Маргарита Константиновна зажигала в ребячьих сердцах огонек и воспитывала в нас активность. Поэтому ее воспитанники всегда придерживаются активной жизненной позиции и с таким же огоньком в сердце работают в разных школах Улуса, республики. Обязательно мы вспоминаем ее, когда вот я вижу, в школе у нас висит ее портрет. Даже мне, когда поднимаюсь по ступенькам школы, хочется просто, увидев эту фотографию, салютировать перед Маргаритой Константиновной. С 13 по 15 апреля прошел традиционный конкурс классных руководителей, классный руководитель 2022, посвященный памяти Маргариты Константиновны Петровой. Конкурс состоял из нескольких этапов, который включал в себя визитку,
защиту инвариантного модуля «Классное руководство», где я рассказала инновационную находку нашей школы электронную учительскую. Также прошла кейс-сессия, и в конце с 5 лауреатами у нас был диалог с директором ресурсного центра «Юные якутяне» и заместителем главы Кобяйского улуса. По итогам конкурса я стала абсолютным победителем, классный руководитель 2022. В прошлом году у меня был выпускной класс, мы занимались волонтерской деятельностью, участвовали в экологических акциях, тесно сотрудничали с Центром психолого-педагогического сопровождения «Кескель», с детской библиотекой, с местной администрацией. Дети все поступили в учебные заведения 100%. В этом году я являюсь классным руководителем 5 В-класса. Я очень горжусь тем, что именно сегодня, в день столетия пионерии, мои дети вступили в ряды активистов российского движения школьников. На торжественной линейке они поклялись высоко нести честь своей школы и детской организации.